Добрый день, уважаемые коллеги, молодые педагоги Республики Коми, друзья. Коми Республиканский институт развития и образования приглашает вас стать участниками важного профессионального события – хакатона молодых педагогов, который в этом году проходит в онлайн-формате. Уважаемые коллеги, мы приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем, определении задач и путей их решения для системы образования Республики Коми. Нам очень важно, что хакатон включен в ряд мероприятий в рамках национального проекта образования. И, конечно, прежде всего, в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Данный проект направлен на формирование единой, открытой, профессиональной платформы для сопровождения молодых педагогов нашей республики. И нам очень важно, что данный хакатон проходит при поддержке и непосредственном образовательном контенте, который сформирован Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Я передаю слово Олегу Александровичу Холопову, заместителю министра нашей республики. Александр, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. От имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми я приветствую всех на хакатоне молодых педагогов. Учитель будущего формируется сегодня. Безусловно, ключевая роль в успешном развитии образования страны и региона, безусловно, отводится квалифицированному педагогу, способному обеспечить высокий уровень качества образования. Именно поэтому обсуждение вопросов профессионального развития молодых педагогов, настоящего и будущего современного российского образования представляется особенно важным. В течение 3 последних лет в Республике Коми реализуется проект адресной методической поддержки педагогических работников «Молодые педагоги». Научно-методическим координатором данного проекта является наш Коми Республиканский институт развития и образования, а профессиональными партнерами Ассоциация общеобразовательных организаций Республики Коми, профсоюз работников народного образования Республики Коми. В 2020 году количество участников проекта насчитывает более 2000 педагогов. И отрадно заметить, что с каждым годом количество участников мероприятий данного проекта увеличивается. Этапы проекта включают в себя профессиональные события, такие как Республиканский фестиваль педагогического мастерства «Молодые молодым», конкурс «Первые шаги», онлайн, ярмарка педагогических идей, достижения молодых, конкурс эссе и, конечно же, летняя школа «Хакатон молодых педагогов». Универсальной технологией передачи опыта, знаний, профессиональных ценностей молодого специалиста, несомненно, выступает наставничество. Именно взаимодействие молодого педагога с наставником позволяет эффективно адаптироваться в профессии. И на настоящий момент в образовательных организациях нашей республики активно внедряется целевая модель наставничества, призванная в том числе создать условия для профессионального развития молодых педагогов. В 2020 году впервые проходит конкурс «Лучшие практики по сопровождению молодых педагогов в образовательных организациях». Уважаемые коллеги, на протяжении 2 дней, сегодня, завтра, участников хакатона ожидает насыщенная, содержательная программа, включающая в себя вопросы профессионального становления, нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности молодых специалистов, знакомство с практиками наставничества, использование современных цифровых инструментов и сервисов, работа над инициативой по созданию ассоциации молодых педагогов Республики Коми. В рамках мастер-классов, форсайт-сессий, проектных сессий вы обсудите проблемы обеспечения качества образования, технологии работы с родителями, формирования функциональной грамотности и многое-многое другое. Убежден, что обмен опытом между молодыми педагогами, знакомство с ведущими отечественными практиками в области образования позволит участникам хакатона не только повысить свой профессиональный уровень, но и внести существенный вклад в развитие и совершенствование региональной системы
нашего образования в целом. Желаю всем участникам хакатона творческих успехов, плодотворной, результативной работы и найти новые контакты и, безусловно, новые возможности открыто обсудить актуальные и насущные проблемы отрасли и найти пути их решения. Спасибо, Олег Александрович, за столь важное профессиональное напутствие всем участникам нашего хакатона. Действительно, нас ждет очень насыщенная, интересная программа. Нам важно, что вместе с нами будут работать на хакатоне федеральные и региональные эксперты. И впервые в этом году мы проводим хакатон в 2 этапа. Сейчас мы работаем в онлайн-режиме. Это форма, которая позволяет большому количеству молодых педагогов подключиться и работать в режиме онлайн-сессий. Вам предстоит включиться и в стратегические сессии, в проектные сессии. Сегодня мы будем обсуждать вопрос, связанный с ассоциацией молодых педагогов. И, конечно, именно в течение этих 2 дней мы вместе с вами включаемся в проектную деятельность. Олег Александрович отметил, что нам главное не только сопроводить молодых педагогов, а позволить вам, уважаемые молодые педагоги, включиться в решение злободневных и значимых задач системы образования в рамках национального проекта образования. Поэтому уже сегодня будут формироваться проектные команды, которые впоследствии уже в рамках нашей осенней сессии, которая, мы очень надеемся, пройдет в очном режиме, представит публично решение тех задач и тех проблем, которые сегодня для молодых педагогов значимы. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз внимание обращаю, мы только сегодня начинаем хакатон, а завершаем мы его уже в начале октября. И, конечно, традиционная цель хакатона – представить вам лучшие педагогические практики, инновационные решения, для того, чтобы вы осознали, что именно от вас, уважаемые коллеги, молодые педагоги, зависит и настоящее, и будущее. И я хочу напомнить слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Система образования должна строиться вокруг сильного, одаренного учителя. Именно к этому призывает нас и вас президент, и мы тоже. Поэтому, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас стать активными участниками хакатона молодых педагогов. От имени всего коллектива Колледж Республиканского института развития образования мы желаем вам профессиональных успехов в процессе постижения тех новых практик, которые станут основой для принятия важных решений в вашей профессиональной и личной судьбе. Удачи, коллеги! Активных 2 дней! Спасибо! Добрый день, уважаемые участники хакатона молодых педагогов. Мы начинаем. И значимо, что в процессе нашего с вами общения вы можете задавать нам вопросы в режиме онлайн-сессий в чате, а также на вкладочке «Вопросы». Добрый день, коллеги, мы видим эту обратную связь, приветствуем всех, кто постепенно подключается. Мы надеемся, что в режиме онлайн у вас будет возможность задать вопросы. И начинаем мы наш хакатон с форсайт-сессии. Очень значимое для нас наименование данной форсайт-сессии. Знакомьтесь, учитель будущего, региональные проекты в сфере образования и софт-компетенции современного педагога. Уважаемые коллеги, мы начинаем работать с участием федеральных экспертов. Мы очень рады, что сегодня в процессе нашего с вами профессионального обсуждения к нам будет присоединяться Юлия Станиславовна Егорова, директор научно-методического центра «Аксиома», и Бурдакова Анна Александровна, заместитель директора Федерального научно-методического центра «Аксиома». Коллеги сегодня являются федеральными экспертами в области сопровождения педагогического сообщества Российской Федерации. И мы вас благодарим, уважаемые коллеги, что вы приняли решение, нашли возможность работать сегодня с нашим настоящим и с будущим, с нашими молодыми педагогами. Уважаемые коллеги, но я очень кратко
еще раз вас погружу в систему регионального проекта «Учитель будущего». Уважаемые коллеги, сегодня в рамках национального проекта образования «Учитель будущего» занимает очень важное место. Сегодня в системе учителя будущего формируется научно-методическое пространство для сопровождения молодых педагогов в возрасте до 35 лет. И, конечно, очень важно, что данный региональный проект имеет принятое решение о том, что мы включены в этот региональный проект на основе паспорта регионального проекта «Учитель будущего». Обращаем внимание, что значимыми показателями данного проекта является не только доля учителей, которые включены в национальную систему профессионального роста педагогических работников, но и показатели, которые определяют, что начиная уже с этого года каждый педагогический работник, он должен понимать, что на уровне каждого субъекта созданы условия, которые обеспечивают непрерывное профессиональное развитие педагога через новые формы сопровождения, которые будут реализованы в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства каждого педагога. А также педагоги имеют возможность пройти добровольную, независимую оценку своей квалификации для того, чтобы понять, на каком уровне сегодня профессионального развития он находится. А значит, уважаемые коллеги, меняются сами формы профессионального развития каждого из нас. Мы сегодня понимаем, что через формы наставничества, которые развиты в нашей республике, а у каждого молодого педагога, мы надеемся, есть, уважаемые коллеги, наставники в ваших образовательных организациях, формируется система горизонтального обучения, то есть обучение в образовательных организациях, работа по профессиональному обогащению своих компетенций именно с лидерами нашего профессионального сообщества. Нам очень важно, что сегодня система цифровизации, она достигла именно такого контента, который позволяет сегодня и педагогу, и обучающемуся, и каждому, конечно, родителю понимать, что сегодня цифровизация – это то настоящее, благодаря которому сформировано единое образовательное пространство. И у нас будут отдельные площадки, которые посвящены именно тем цифровым компетенциям, которые сегодня необходимы каждому из нас. Очень важно, что в рамках учителя будущего должны формироваться профессиональные сообщества, которые позволяют каждому педагогу быть в центре профессиональных обсуждений, включаться в реализацию программ дополнительного профессионального образования, быть активным участником профессионального пространства и брать на себя ответственность принимать решения. И, конечно же, национальная система педагогического роста, она прежде всего сегодня связана с введением новых профессиональных стандартов педагога. Уважаемые коллеги, молодые педагоги, уже в течение 4 дней идет обсуждение нового проекта профессионального стандарта «Педагог общеобразовательной организации», «Педагог дошкольной образовательной организации» и «Руководитель общеобразовательной организации». Уважаемые коллеги, мы понимаем, что происходит изменение тех требований, которые сегодня предъявляются к педагогам. И мы в течение этих 2 дней тоже будем с вами говорить о том, каковы же профессиональные тренды, в каком направлении вы должны вместе с нами двигаться для того, чтобы быть современным педагогом 21 века. Очень важно, что в рамках профессиональных стандартов мы видим возможности уже не только горизонтальной, но и вертикальной карьеры каждого педагога. От должности учителя к должности старшего учителя, учителя-методиста и к должности ведущий учитель, учитель-наставник. Именно сегодня новая вертикальная карьера педагога позволяет нам вместе выстроить осознание и понимание того, что педагогическая карьера – это карьера успешная, карьера, которая позволяет вам идти по своему профессиональному пути с осознанием всех точек своего профессионального роста.
Уважаемые коллеги, каждая должность предполагает наличие определенных требований. Посмотрите, пожалуйста, меняется и функционал каждой должности учителя, ведущего учителя, старшего учителя. И этот компонент нашего профстандарта, он будет тоже с вами обсуждаться, потому что мы уже понимаем, что многие из вас через 5 лет, через 6 лет они могут перейти на должность старшего методиста. Уважаемые коллеги, очень важный компонент учителя будущего связан с тем, что в каждом субъекте Российской Федерации создаются центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Уважаемые коллеги, в 2021 году такие центры будут созданы в нашем субъекте Российской Федерации в Республике Коми, как центры, которые будут созданы как открытые профессиональные пространства с новыми процессами коммуникации. Вот вы видите, какие уже дизайнерские решения мы предлагаем нашим коллегам. Эти центры будут в Сыктывкаре, в Воркуте, в Ухте и далее во всех муниципальных образованиях Республики Коми. Мы с вами понимаем, что современное пространство, оно требует и современных решений сопровождения наших педагогов и, конечно же, оценивания. Уважаемые коллеги, вот еще один из элементов, именно здесь представлен брендбук проекта «Учитель будущего». Вы видите, какие пространства. Вы видите, что содержание деятельности нашего института, оно как раз связано с тем, что сформированы именно профессиональные пространства, где будет очень комфортно педагогу, который осознает свои проблемы, который понимает, какие есть и потребности, и движется по пути своего развития. Уважаемые коллеги, таким образом непрерывное образование педагогических работников, оно, конечно, связано с повышением уровня уже профессионального мастерства. А значит, уважаемые коллеги, за предыдущие годы мы очень активно, благодаря и вам, включались в достижение показателей проекта «Учитель будущего». Мы сегодня понимаем, что вовлечение молодых педагогов в различные формы поддержки и сопровождения, особенно в первые 3 года, очень значимо. И наш хакатон – это одна из таких форм, которая позволяет каждому педагогу найти, исходя из своей образовательной потребности, профессионального интереса, свою площадку. Но самое главное – ваше включение в программу хакатона, оно определяет для нас вашу заинтересованность и вашу активную профессиональную позицию. Конечно, в Республике Коми сформирована система профессионального роста педагога. И мы понимаем, что формирование портрета современного учителя, оно, конечно, основано на формировании 4 компетенций: и предметной, методической, психолого-педагогической, и коммуникативной, посредством всех тех содержательных условий, которые уже в нашей республике являются основой для выявления потребностей и нивелирования профессиональных дефицитов. Начиная от курса повышения квалификации, постоянно действующих семинаров, вебинаров, работы методических объединений, мы понимаем, что сегодня система образования позволяет каждому педагогу включиться в активное образовательное пространство. Уважаемые коллеги, я намеренно представляю информацию о соотношении молодых педагогов и опытных учителей по итогам предыдущего года. Вы видите, что сегодня небольшая часть нашего кадрового состава – это молодые педагоги. Но мы понимаем, что время идет, а значит, на смену опытным учителям должны прийти вы, молодые педагоги, но которые уже владеют теми навыками профессиональной коммуникации, теми компетенциями, которые позволяют вам именно вести за собой наше будущее. Сегодня трансформация системы повышения профессиональной компетентности, она направлена именно на то, что мы для себя определили тренд. Это обучение в течение всей жизни. И сегодня мы понимаем, что элементы обучения, а именно повышение квалификации раз в 3 года, это уже форма, которая давно устарела. Самое главное сегодня, что процесс профессионального развития, он непрерывен и постоянен. И главное, уважаемые коллеги, что созданы для этого условия. Посмотрите, пожалуйста, на мировую практику.
Обучение 2 часа в день – это именно та цель, которую мы ставим перед собой как современные личности. И сегодня как раз Юлия Станиславовна, Анна Александровна будет говорить о софт-компетенции, которые необходимы каждому из нас. Конечно, сегодня учитель – это лидер, каждый учитель, которому следует уметь рационально использовать свое время, реально оценивать задачи, быстро находить оптимальные пути их решения и нести полную за это ответственность. Идеальный портрет, идеальный образ, но это та реальность, к которой необходимо стремиться. Поэтому не случайно мировые тенденции, определенные по версии ЮНЕСКО, сформированы именно через новые роли учителя, как организатора обучения, как конструктора совместного обучения, как организаторы мегакогнитивной рефлексии, организатора рефлексии на тему этических ценностей мировоззрения, организатора коммуникации разнообразными способами. И мы понимаем, что именно эти новые протоколы в образовании, они сегодня требуют и от нас новых форм сопровождения каждого из нас. И, уважаемые коллеги, в течение хакатона мы попытаемся о каждой роли учителя обязательно с вами поговорить и обсудить. Поэтому, конечно же, качество образования – это та цель, которая стоит перед нами, перед каждым педагогом Российской Федерации. Мы понимаем механизмы повышения качества образования, от обновления учебных методических материалов, которые сегодня уже должны быть связаны с навыками 21 века, до широкого информирования профессионального сообщества о результатах, инструментах международных исследований. Мы понимаем, что сегодня в центре нашего внимания, конечно, воспитание, которое напрямую связано с социальными аспектами. Не случайно получить знания – это не просто, но все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека. Именно об этом говорит Владимир Владимирович Путин. И начиная с этой недели, уважаемые коллеги, для классных руководителей Комреспубликанский институт развития и образования проводит линейку вебинаров, которые посвящены новому содержанию деятельности классных руководителей. Это тоже летняя школа, которая будет работать и в онлайне, и в офлайн режиме. Поэтому единство, семья, школа и общество – это то единое пространство, которое сегодня напрямую должно отражаться в новых программах воспитания и социализации. Итак, уважаемые коллеги, множество ресурсов сегодня созданы в нашей республике. Комреспубликанский институт развития и образования на сайте нашего института, на портале «Открытое образование в Республике Коми» позволяет вам, уважаемые коллеги, можно предыдущий слайд, включаться в разнообразные проекты, в том числе в проекты, конечно, связанные с учителем будущего. Уважаемые коллеги, итак, мы с вами познакомились с проектом «Учитель будущего». И мы с вами говорим о том, что именно новые компетенции для педагога, софт-компетенции, они необходимы нам для того, чтобы решать столь важные вопросы, связанные с управлением системой образования. И достижение показателей – это задача не только федерального центра. Нам самое важное – создать то новое пространство, которое позволит каждому педагогу, и прежде всего молодым педагогам, быть успешными и чувствовать себя счастливыми, когда вы каждый день идете на работу. Уважаемые коллеги, мы продолжаем говорить о софт-компетенциях, которые позволяют нам быть успешными в 21 веке. И к нам присоединяется Юлия Станиславовна, Анна Александровна. Коллеги, вам слово. Республика Коми, рада вас приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Галина Владимировна, рада вас приветствовать. Сегодня от лица нашей компании присутствую я заместитель директора научно-методического центра «Аксиома». Юлия Станиславовна, являясь руководителем многих федеральных проектов, экспертом в сфере компетенции работников образования, педагогических работников в частности, активно принимала участие в подготовке данного хакатона. Но вот мы решили, что буду представлять наш труд я, и Юлия Станиславовна тоже также в чате присутствует и принимает участие в нашем обсуждении. Уважаемые коллеги, действительно тема
софт-компетенция современного педагога, она очень актуальная сейчас. Почему? В эпоху автоматизации большого количества трудовых функций, иногда даже вот целых профессий, надпрофессиональные навыки во многих направлениях, в сферах деятельности, надпрофессиональные умения выходят, конечно, на передовую, на первый план. Новое время ставит перед нами, работниками образования, новые задачи. Навыки будущего, цифровизация, образовательные тренды, soft skills. Эти понятия и смыслы все больше и глубже проявляются в нашей жизни, в нашей педагогической практике, ставят нам профессиональные задачи. И если для образования сегодня стали уже вполне понятными такие инструменты, как робототехника, лего-конструирование, даже 3D-моделирование, то следующий уровень базовых навыков, требуемый обществом, пока, уважаемые коллеги, я употребляю термин «навык», далее мы подробнее остановимся на терминологии. Так вот, следующий базовый навык, требуемый сейчас обществом, это как раз soft skills, пока еще знаком далеко не всем. Хотя требования по их формированию уже звучат во всех новейших образовательных документах. И здесь, когда мы говорим о наших как раз профессиональных задачах, тому, чему нужно научить наших детей, что мы должны им дать для их успешного будущего, встает вопрос, а сами ли мы обладаем данными навыками, данными компетенциями, умеем ли мы грамотно публично выступать, эффективно вести переговоры, насколько хорошо владеем навыками самопрезентации, умеем ли слышать коллег, выстраивать позитивную коммуникацию с учениками, с коллегами, с родителями, со всеми стейкхолдерами образовательного процесса, нашей деятельности. Способны ли мы мыслить критически, системно, креативно, принимать смелые решения, брать на себя ответственность? Уважаемые коллеги, конечно, я уверена, что большинство из нас готовы сказать «да», с большинством согласна, большинством компетенций мы обладаем, то, чем пока не обладаем, мы к этому стремимся и обязательно разовьем себе эти компетенции, потому что я очередной раз убеждаюсь, что в Республике Коми очень активная позиция у представителей сферы образования, у работников, у молодых педагогов. И я уверена, что эти новые для нас задачи, они не окажутся сложными, они окажутся теми вызовами, которые мы успешно преодолим и выйдем на новый профессиональный уровень. Сейчас хотелось бы перейти к понятийному аппарату. Немного обращу внимание на слайд из фольклора бывалых физиков. Мозг хорошо устроенный стоит больше, чем мозг хорошо наполненный. Комментировать данную фразу, я думаю, что сильно не стоит. Понятно, да, что нам нужно уметь пользоваться своими навыками, своими знаниями, умениями, компетенциями для достижения наших задач, в частности, профессиональных. Что касается понятий и терминов, в своей книге хотелось бы обратиться к доктору педагогических наук, профессору Донского государственного технического университета Надежде Федоровне Ефремовой, которая в своей книге «Компетенция в образовании» рассматривает компетентность как обладание соответствующими знаниями в определенной области и способностями обоснованно судить о ней. Компетентность подразумевает наличие и интеграцию знаний, умений и опыта, их перенос, взаимопроникновение, обобщение, в целом высокий уровень эрудиции и потребности самоутверждения, самореализации специалиста. Компетентность является критерием развития и подготовленности личности к деятельности.
Но очень важный момент, компетентность – это скорее потенциал, это не сама деятельность. Без знаний не формируется, а без компетенций не проявляется и не может быть использовано для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности. То есть компетентность – это в данном случае возможность, способность действовать, но еще не действие. Компетенции в целом ряде словарей понимаются как опыт, знания, полномочия, обязанности конкретного специалиста. То есть существует два основных значения, две плоскости. Область или сфера ответственности человека в данной должности или базовое качество индивидуума, имеющее причины отношения к эффективному, наилучшему на основе критериев исполнению работы. Как описывает компетенция Владимир Дмитриевич Шадриков, академик Российской академии образования, это опредмеченные в деятельности компетентности работника. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий и прав, что, в общем-то, полностью укладывается в понятийный аппарат, применяемый профессором Ефремовой. Очень важно отметить, что компетенции могут быть сформированы и выявлены только в деятельности и специально созданных педагогических ситуациях, близких к реальным. Все, что связано с компетенциями, связано с опытом и деятельностью субъекта. Вне ситуации деятельности компетенции не формируются, а без компетенций наши знания, компетентности не проявляются. Таким образом, компетентность не противоречит знаменитой триаде ЗУН: знания, умения, навыки, личностным качествам. При определенных условиях знания, умения, способности и личностные качества могут рассматриваться с позиции профессиональной компетентности. Это компиляция взаимодополнения качеств профессиональных, начиная от личностных установок, заканчивая надстроенными сверху, соответственно, знаниями, умениями, навыками, компетенциями, которые в своем сочетании выстраиваются в такую, которая сейчас представлена на экране, стройную пирамиду и позволяют человеку профессионально выступать в своей деятельности. Не рекомендуется, возвращаясь к понятийному аппарату и переводу слова skills, этот термин все-таки, это словосочетание hard skills и soft skills пришло к нам из-за рубежа, не рекомендуется сравнивать прямой перевод навыки и компетенции, отождествлять их, то есть сравнивать и ставить знак равенства. Все-таки навыки – это доведенные до автоматизма действия, основанные на знании, умении и многократном эмпирическом опыте, повторении. Компетенции, если мы посмотрим на пирамиду, это следующий шаг, шаг выше. Способности, позволяющие наиболее свободно, универсально использовать и применять полученные знания, умения и навыки. Но ничего этого не будет, если базис, основа, личностные качества не будут позволять человеку хотеть и мочь и делать, да, тоже знаменитая триада «хочу, могу, умею и делаю» в направлении становления профессионалом. То есть, идя в профессию, мы должны понимать, что это за профессия, ее риски, ее перспективы, ее темные, светлые стороны. Как минимум должны понимать стейкхолдеров, персон, личностей, с кем нам придется взаимодействовать, и должны любить эту профессию, любить этих людей, с кем мы будем взаимодействовать изо дня в день на протяжении долгих лет. Немножечко вернусь к skills, навыки.
Уважаемые коллеги, несмотря на то, что прямой перевод действительно это навыки, сейчас как в научном исследовательском сообществе, так и в нормативных документах, конечно, термин иностранный не употребляется, но если мы говорим о неких переводах, прошу прощения, определений, направлений теорий зарубежных, то переводятся они, конечно, как компетенции. То есть мы говорим о мягких, о гибких, либо о жестких компетенциях специалиста. Более широкое понятие. При этом, что же такое hard skills и soft skills? Я думаю, что данное понятие все равно на слуху, и, честно говоря, мы его понимаем и не понимаем одновременно, потому что особенно soft skills, так как сейчас в данные понятия, в данные компетенции очень много всего включается. Очень широкий стал понятийный аппарат и определение данного понятия. Сейчас мы поподробнее поговорим в классическом понимании гибких компетенций. Жесткие компетенции, данный термин пришел к нам из военной терминологии. В 1959 году в армии США начала разрабатывать научно обоснованный подход к подготовке военнослужащих. В ходе разработки исследователи выявили важность для военнослужащих не только профессиональных навыков hard skills, но и универсальных компетенций. И тогда же разделили необходимые военным навыки на навыки работы преимущественно с машинами, hard skills, и навыки работы с людьми, бумагами, soft skills. Конечно, принципиальное различие сейчас и во всех профессиях hard skills в том, что это измеряемые компетенции, их можно получить в специализированных учебных заведениях, их можно оценить определенной шкалой, определенными оценочными материалами, в которых четко задаются конечные результаты того, что человек должен получить, применяя эти навыки. То есть как быстро он должен, например, если мы говорим об операторе ЭВМ, да, как быстро он должен набирать текст, как он должен составлять презентацию, как он должен пользоваться формулами в Excel и так далее, и так далее. То есть это вполне измеримый материал. Что касается soft skills, конечно, это универсальные надпрофессиональные компетенции, которые зачастую действительно понимаются еще как личные качества. Мы говорили, и возвращаясь к нашей пирамиде, что на них-то, собственно, все и построено, и они двигают процесс дальше. Поэтому компетенции гибкие, мягкие, их можно спутать с чертами характера. Также soft skills – это правое полушарие, отвечающее за творчество, тогда как hard skills здесь включается левое полушарие, точность, четкость формулировок. Ну и, конечно, во всем важен баланс, поэтому все навыки, все знания, умения и наши компетенции должны работать в балансе, строгом. Soft skills. Здесь представлен, уважаемые коллеги, наиболее типичный, типовой топ-10 знаний, прошу прощения, компетенций, которых принято называть гибкими надпрофессиональными компетенциями. Если мы посмотрим на эту десятку, то увидим, собственно, те черты, которые должны присутствовать у каждого профессионала. Комплексное многоуровневое решение, критическое мышление, креативность в широком смысле, лидерские навыки и так далее, и так далее. Но, к моему великому сожалению, здесь хотелось бы обратить внимание подробнее на пункт 8, клиент-ориентированность. Мое личное мнение, что образование и медицина не должны считаться сферой услуг, как бы
как бы это кому-то не хотелось бы, это более ответственная, глубокая задача, которая требует уважительного и иногда безоговорочного послушания в отношении педагога и медика. Ну, повторюсь, это мое личное мнение, поэтому клиентоориентированность немножечко для педагогов, наверное, думаю, не только меня коробит это слово, но тем не менее у нас действительно есть свои стейкхолдеры, которых нужно слушать и слышать, и свою деятельность направлять для их результата, для успешного взаимодействия. Поэтому, смотря на эту десятку, мы видим качества в широком смысле этого слова, профессиональные, некоторые личностные. Говорить об их важности сейчас как самоцели, я думаю, что не нужно, и для этого никогда не придет такое время. Повторюсь, должен быть определенный баланс, который позволит нам наиболее оптимальным способом достигать, выполнять свои трудовые функции, достигать своего профессионального результата. Конечно, нарабатывая, разрабатывая данные компетенции в себе и, соответственно, в подтверждение данных мыслей мне бы хотелось обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на некоторые модели, системы, которые разрабатывают различные институты в сфере образования и институты развития образования, и Федеральная Российская академия образования. Вот, в частности, сейчас на экране представлена как раз модель, разработанная академиками РАО, модель профессионального стандарта с позиции функциональной системы деятельности педагога. Что здесь сделано? Здесь простандарт, на тот момент еще простандарт, действующий сейчас, существующий, разбирается, но если мы обратим внимание на обсуждаемый проект, то с позиции моделирования компетенций педагога, которые прописаны в профстандарте, сильно ничего не изменилось. По-прежнему мы сможем увидеть здесь похожие на представленные на экране блоки. Так вот, академики РАО распределили компетенции, указанные в профессиональном стандарте, в трудовых функциях, выделили из трудовых функций компетенции, разделили их на несколько блоков, которые позволяют достигать наибольшего результата, наиболее эффективным образом выполнять свою работу. Компетенции, обеспечивающие раскрытие личностного смысла учения, компетенции, обеспечивающие мотивацию по ведению учебной деятельности. Да, здесь, конечно, представленных в круге слева компетенции, блок компетенций, конечно, очень большую роль играют как раз мягкие, гибкие компетенции. Это умение ставить задачи, это умение общаться, это умение слышать своего собеседника, в данном случае ребенка, чтобы замотивировать. Другие компетенции, например, мотивация учебной деятельности представлена. Это умение обеспечить успех в деятельности, компетентность в педагогическом оценивании, умение превращать учебную задачу в личностно значимую. Что мы здесь видим? Мы видим здесь абсолютное отсутствие какого-либо разделения на hard и skills. Здесь есть задачи, которые нужно выполнить. И для этого развивать и свои педагогические, прежде всего, компетенции, получать соответствующее образование всю свою жизнь, проходить повышение, повышать квалификацию, локально какие-то новые вещи, тренды для себя усваивать. Ну и, конечно, гибкие компетенции, но они в комплексе, они друг от друга в случае с педагогами, в случае с их трудовыми функциями практически неотделимы. И здесь возьму на себя еще такую смелость, что они сказать о том, что они практически не были разделимы никогда. Всегда в педагогическом образовании, в педагогической науке была психология и педагогика предмета, да, социальная психология, социология, всегда давались предметы, позволяющие эффективно выполнять
коммуникативные функции, психологические функции, выстраивать работу с родителями, детьми и коллегами. То есть все, как мы сейчас называем, гибкие, мягкие компетенции, софт-компетенции, для педагога, профессионала это не новинка. Это та реальность, в которой они всегда жили. Они всегда должны были соединять свои теоретические знания, массив знаний с гибкими способами его применения, чтобы добиться результата знаний своих детей, своих подопечных. Поэтому, обращаясь к другим системам, в которых системам научным, их разрабатывают, повторюсь, педагогические сообщества различные, обращаясь к ним, мы не найдем также ни в одном разделения на гибкие и жесткие компетенции. Мы найдем опять отражение трудовых функций, профессиональных задач. Вот сейчас представленная на экране система профессиональных компетенций состоит здесь из 9 блоков, которые отражают основные задачи, которые регулярно должен достигать педагог. Преподавать свой предмет, обладать коммуникативной компетенциями, профессиональными компетентностью и компетенциями. Соответственно, ИКТ-грамотность. Сейчас, конечно, выходит на первый план ИКТ-грамотность, технологическая грамотность. В принципе, конечно, это новый skills, который во всех профессиях, в большинстве, особенно социальных профессий, просто вырвался ввысь, и все профессионалы сейчас эти навыки и эти компетенции в себе формируют, и педагоги не исключение. Но все остальное, оно было и будет всегда. Эти задачи, они, наверное, вечные, пока есть наши стейкхолдеры, дети, которым нужно давать образование. Систематизация компетенций педагога, представленная на экране на данном слайде, разработана также коллективом, на этот раз ГБУ Московской области, Академии социального управления. Называется она «Эталонная модель ключевых компетенций педагогического работника». Здесь компетенции сформированы в группы, в 4 группы, соответствующие 4 компетентностям. И если мы подробнее обратим внимание на 3 нижних компетентности и, соответственно, группы компетенций, мы увидим, что они мягкие, что они надпрофессиональные. Конечно, информационно-поисковая компетенция, информационно-аналитическая, информационно-технологическая, социально-коммуникативная. Все это, в принципе, применимо к любой другой профессии. Все это нужно уметь всегда. Но так ли они универсальны, так ли они гибки в педагогической практике и в профессии педагог? Если мы говорим об ИКТ-грамотности, это совершенно конкретная ИКТ-грамотность, которая позволяет создать видеоурок, дистанционное занятие, онлайн-тестирование и так далее, пользоваться журналом электронным. Если мы говорим о коммуникативной компетенциях, коммуникативных, то это совершенно тоже специфические компетенции, которые позволяют работать нам с нашими стейкхолдерами, доносить до них ту информацию, которую мы должны донести. Поэтому наши гибкие компетенции и жесткие компетенции – это компиляция знаний, умений, навыков, развитая в компетенции, которая предоставляется нам, начиная от педагогических вузов, нам дают эту информацию там. И дальше мы всю свою жизнь их поддерживаем, развиваем, добиваемся оптимального результата. И в этом нам помогают определенные совершенно структуры, ведомственные органы, конечно же, ведомственные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, то есть в данном случае это институты развития образования, институты повышения квалификации, подведомственные организации, чья задача и есть
помощь, поддержка педагогов. Чуть подробнее об этом поговорим в следующем слайде. Здесь мне бы хотелось обратить внимание на следующую функцию компетенций. То есть предыдущие слайды были поставлены в презентацию для того, чтобы показать, что компетенции прежде всего наши с вами инструменты для выполнения трудовых функций, для развития нашего профессионализма и достижения наших профессиональных задач. Но, конечно, компетенции также используются, данные инструменты, как критерии оценивания профессионализма нас как профессионалов. Здесь представлена модель аттестации, которая планируется для ввода в ближайшее время, о которой подробно рассказала сегодня Галина Владимировна. Здесь мне бы хотелось подчеркнуть следующий момент. На всех 4 ступенях, начиная от входа в профессию, начиная от молодых специалистов, предусмотрено 4 типа компетенций. Предметная, методическая, психолого-педагогическая и коммуникативная компетенция. И в каждом из 4 блоков здесь нет разделения также на гибкие и жесткие. В каждом из 4 блоков присутствуют те компетенции, там компиляция компетенций и hard, и soft, которые нам позволяют достигать задачу. Коммуникативную, психолого-педагогическую, педагогическую, в ней тоже для работы, для обладания предметной компетенцией, для возможности провести урок и выполнить педагогическую задачу конкретную, разобрать материал, тоже должны задействованы быть разные наши умения, навыки, компетенции. Проверяются они в комплексе, и исследования моделей, где как раз оцениваются компетенции педагогов, они ведутся уже несколько лет, 5 лет, точнее 5-й год. И достаточно большой опыт наработан в оценке компетенций методических и педагогических. Что касается психолого-педагогических компетенций и психологических, то это задача на текущий год как раз. И здесь возможно несколько вариантов внедрения этих компетенций. Вот сейчас представлены на экране те модели, структура оценочных материалов, которая сейчас лежит в плоскости исследований, апробаций, мониторингов, диагностик педагогических компетенций профессиональных. Ну, конечно, как правило, исследования, в свою очередь, пройдя определенные этапы, ложатся в систему оценивания. То есть этот же инструментарий, он вполне вероятно с какими-то доработками ляжет в основу оценочных процедур по ЕФОМ. То есть это прототипы ЕФОМ. И здесь мы видим модели диагностических материалов учителя. Представлено внизу 2 варианта, они несколько отличаются, но будем ориентироваться на левый вариант, где 10 заданий предметных компетенций, задания типа ПИЗа, 2 задания, и 3 задания на оценку методических компетенций. Конечно, соотношение заданий может быть другим, мы видим справа, потому что 2 разных исследования, проводимые в прошлом году немножко с разными целями, но применялись вот, в принципе, структуры одинаковые. У нас модели оценивания компетенций педагогов. Так вот, возможно, психолого-педагогические компетенции, коммуникативные компетенции будут как это выразиться, ими будут дополнены задачи, либо задача будет содержать проверку нескольких компетенций, и, соответственно, с помощью критерия оценивания будут выявляться уже отдельно те или иные компетенции. Ну, одна задача на проверку, например, 2-3 компетенций. Это мы с вами сможем увидеть в текущем году, но в любом случае примерно вот такая структура, на нее можно ориентироваться.
Что касается оценивания компетенций педагогов, прошу прощения, руководителей образовательных организаций, это тоже тема очень сейчас актуальная, только будет набирать обороты. Здесь тоже существует опробируемая уже в настоящее время определенная модель оценочных материалов, и сверху таблица кратко представляет, что содержится в структуре этой оценочной работы, какие задания. То есть вместо ПИЗа-подобных заданий, методических заданий, кейсы на принятие решений, тоже это как раз практика руководителя образовательной организации непосредственно, и тестовые задания на оценку управленческих компетенций, потому что здесь важны прежде всего менеджерские и управленческие качества. Ну, собственно говоря, этим слайдом мне бы хотелось подчеркнуть важность, в принципе, актуальность темы исследования профессиональных компетенций в системе оценки качества образования общероссийской, поскольку раньше несколько раньше, вот буквально до недавнего времени, внимание обращалось в основном на оценочные процедуры, на оценивание образовательных результатов детей. Сейчас исследования компетенций педагогов являются неотъемлемой частью всей системы ОКО. И это неудивительно, потому что систему нужно исследовать и оценивать все ее переменные, то есть со всех сторон. На данном слайде у нас представлена нормативная база, на ней очень подробно, с вашего позволения, останавливаться не буду, так как уже уверена, хорошо вам известно, и в течение работы хакатона мы сможем познакомиться с ней тоже подробнее. Хотелось бы обратить внимание на буквально пару сюжетов. Сюжет приказ Министерства образования и науки номер 703 говорит нам о том, это дорожная карта как раз по формированию системы аттестации педагога, вообще системы НСУР и в том числе аттестационных процедур. И здесь как раз уже идет четкое понимание, что оценочные процедуры, которые сейчас идут как исследовательские, как диагностические, ложатся в основу оценочных процедур. И здесь хотелось бы сказать о распоряжении правительства Российской Федерации об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников, которое вышло в конце прошлого года. Здесь в комплексе представлены все мероприятия, которые планируются в Российской Федерации, разделение федерального уровня, зоны ответственности федерального уровня, регионального уровня. И будет время, будет желание, пожалуйста, ознакомьтесь с данными нормативными документами, и вы будете чуть-чуть понимать, какие мероприятия, скажем так, будут обязательно, к чему, какие тенденции сейчас идут, и роль, место тех мероприятий, которые проходят в республике, с какими целями, с какими ожиданиями они проводятся, потому что это не просто так, это всегда на достижение цели. Мы часто говорим об указе президента и так далее, выбиться в десятку к 2024 году, но это очень многогранная работа, интересная работа, и работают органы исполнительной власти с различных сторон. То есть педагог в данном случае имеет возможность развиваться, имеет возможность объективно оценить свои результаты, имеет возможность получать помощь, методическую, педагогическую помощь, поддержку, если хотите, и психологическую, среди тех структур, которые, ну, собственно, для этого и живут. Здесь несколько повторюсь о том, что сейчас педагогам, мое мнение, повезло. Особенно молодым педагогам, потому что при входе в профессию сейчас существует такое количество
поддержки, начиная от образовательной организации, это наставничество, прежде всего, да, муниципальные органы управления образованием, которые являются также помощниками, есть методические объединения муниципальные, которые позволяют педагогу расти в профессиональном плане, то есть узнавать новое в педагогической практике, в своем предмете даже, допустим. Ну и, конечно, методические кейсы, с которыми сталкивается молодой педагог, есть люди, которые всегда могут им помочь их разобрать. А что касается еще очень важного помощника, это Институт развития образования. Почему? Потому что данный помощник является неким проводником в мир учительского роста, консолидирует в себе знания, ресурсы региона. Он, как правило, подведомственный орган. Я опять, да, тайминг понимаю, коллеги, сейчас будем заканчивать. Так вот, что касается институтов развития образования, будучи подведомственным органом, они и знают, и часто координируют федеральные проекты, региональные проекты проводят, отвечают за них, то есть выполняют все функции по развитию образования на уровне региона, могут проконсультировать, поддержать, начиная от подготовки курсов повышения квалификации, непрерывного учительского роста, то есть постоянной методической, педагогической помощи, и заканчивая конкретными вопросами там, в профессиональной практике. То есть это организации, в которых все инновации, как федеральные, так и региональные, есть, структурируются, изучаются с одной лишь целью – помочь педагогу в его профессиональном росте. Ну, собственно, и изучение компетенций, и их структуризация для того, чтобы создать идеальную модель и помочь педагогу достичь такого уровня профессионализма. Мы, в свою очередь, научно-методический центр «Аксиома», также сотрудничаем с институтами развития образования, с методическими центрами, образовательными организациями по внедрению эффективных инструментов профессионального развития и сопровождения педагога. Актуальны программы дополнительного профессионального образования, позволяющие комплексно и действенно быстро приобрести нужные компетенции или развить существующие. Диагностические исследования по аналогам федеральных исследований, помогающие освоить содержание диагностик, подготовиться к ним. Здесь очень важно, что как раз и ПК, и РО, вот называя вкратце, они также сотрудничают с организациями компетентными, которые могут дать новый, нужный инструмент, эффективный конкретно для данного региона или муниципалитета, или школы. И, уважаемые коллеги, напоследок мне бы хотелось сказать о том, что существует несколько, скажем так, приемов получения быстро и эффективно необходимых знаний или навыков, или компетенций, такие как не обязательно курсы повышения квалификации. Есть краткосрочные курсы, есть модули определенные. И если вы обратите внимание на ваш институт развития образования, то, уверена, существует, и знаю, большой массив инструментария, который быстро может научить необходимым компетенциям или помочь их развить, или ответить на какие-то вопросы практически. Здесь хотелось бы мне в заключение представить небольшой тестик, который часто применяется в нескольких программах у нас, в программах дополнительного образования, в кратких курсах, как раз совсем на софт-компетенции, на ситуации, с которыми мы, к сожалению, часто встречаемся, работая с нашими родителями, да и коллегами. Он позволяет взглянуть на себя с позиции какого же стиля в конфликтах придерживаюсь я, чтобы немножечко в следующий раз иметь уже более осознанное на то представление. Уважаемые коллеги, в разделе Questions, вопросы, представлен тест, который предлагаю пройти, он коротенький. Мы можем прямо сейчас, пройдя по ссылке, предлагаю вам пройти его и сможем посмотреть результаты и увидеть, а какого же стиля в конфликтных ситуациях придерживаются сейчас наши молодые педагоги, участники хакатона.
когда они с ним сталкиваются. Поэтому попрошу, у нас буквально он займет минут 5, и мы уложимся в тайминг. Попрошу пройти данный тест. Уважаемые организаторы, хотела бы попросить вас, если можно, вывести на экран результаты, так как, к сожалению, пока не могу понять, где у нас показ экрана. Ссылка в разделе Questions. Сейчас я ее продублирую. Пожалуйста. Угу. Так, у нас уже 13 ответов. Уважаемые коллеги, буду комментировать по ходу. Сейчас разберемся, как это лучше показать. Так, даже, наверное, лучше мы сделаем таким образом. На экране у нас расшифровка. Этот тест достаточно простой. Здесь 5 блоков стилей, которые, как правило, большинство людей придерживаются. И важно понять, какой же из них на самом деле эффективный и какой из них приведет к успеху в общении с своими коллегами, с стейкхолдерами образовательного процесса. Первое, что мы видим, это сотрудничество. Я выигрываю, ты выигрываешь. Ну, по моему мнению, это, наверное, самый идеальный вариант, к которому мы все должны стремиться. Но когда идет нестандартная ситуация, стрессовая ситуация, достаточно сложно сделать. И здесь как раз выходит на первый план латентные личностные установки. Например, если мы посмотрим на следующие стили: поиск компромисса, оба из нас частично выигрывают, частично проигрывают. Я проигрываю, ты выигрываешь очень часто, то есть это тоже зависит от личности. Да, если можно, будьте добры, покажите, пожалуйста, да. Вот, последний вариант: я выигрываю, ты проигрываешь, и предпоследний. И самый последний: все проиграли. Каждый настоял на своем, все проиграли, но зато каждый прав. Вот, давайте таким образом мы посмотрим. Понятно, что блок А, утверждение как раз у нас на том зиждется, что мы должны сделать так, чтобы всем было хорошо, чтобы достигли результаты всех. Блок А, да, спасибо большое. У нас достаточно много вопросов. Да, то есть подавляющее большинство участников придерживаются все-таки утверждений, которые позволяют выиграть обоим участникам конфликта. Это наиболее рациональное поведение, но и наиболее сложная стрессовая ситуация. И, честно говоря, я очень приятно удивлена, что наши участники сейчас, если только не кривят душой, уверена, что это не так, показывают действительно отличные результаты. То есть это психологическая выдержка и четкое понимание, что мы разговариваем со стейкхолдерами, мы разговариваем с нашими родителями наших детей, которых воспитывают, с детьми, с коллегами. Прежде всего, мы должны достичь профессионального результата. Все остальное неважно. Наши психологические особенности, наши латентные установки личностные, они не важны.
важны, собственно, достижения профессиональной цели. Блок Б тоже это компромисс. Это прекрасно, да, спасибо. Это тоже большой очень успех, что у нас на втором месте после блока А идет блок Б. Давайте посмотрим на результаты таких уже немножечко, ну, опасных, наверное, для конфликтов стилей, начиная с В. Да, вот сейчас мы видим. Я стараюсь добиться, чтобы собеседник сказал сам по меньшей мере половину того, что хотел сказать я. Не стараются. Но у нас очень успешный блок А, поэтому здесь результат уже достигнут. Но хотелось бы посмотреть, что у нас с блоком В, да. Я уступлю скорее, чем стану пытаться изменить. Это вот как раз, да, я проигрываю, вы выигрываете. Опасная достаточно ситуация, когда хочется уступить, лишь бы не конфликтовать. Я проигрываю, да, ты выигрываешь. Точно так же, как и то есть приспособление. Блок В у нас приспособление. Да, то есть мы видим, что большинство респондентов не согласны. И это здорово, это правильно. Хотя, повторюсь, сложно. Потому что часто, идя на встречу на родительское собрание, мы лучше в 8 часов вечера после развернутого отчета о задачах и успехах детей на какие-то конфликтные ситуации можем покривить душой и сказать: да, хорошо, мы что-нибудь придумаем, посмотрим, не разбираться. Очень важно тут стоять до конца. Поэтому вижу, что да, у нас приспособление не наш вариант, не вариант той аудитории, которая сейчас представлена. Давайте посмотрим на последние два блока. Это соревнование, проявление силы. То есть я выигрываю, ты проигрываешь. И избегание. То есть не хочу говорить, все проиграли. Вот как мы видим, сколько человек процентов готовы иногда так поступить. Давайте мы посмотрим чуть-чуть буквально ниже. Ага, еще пониже, да. Вот блок Г. Ну, тут однозначно мы не готовы к деструктивным стилям. Это очень здорово. Да. Да, но есть такие вопросы, которые, ну, хочется ответить «да». Казалось бы, они ничего плохого за собой не влекут, и никогда не откажусь от хорошего довода. Победу я предпочитаю компромиссу, да, но, с другой стороны, для конструктивного диалога, когда все должны остаться довольными, разойтись, и, наверное, это лучший вариант, когда все понимают, зачем они собрались, зачем они обсуждают эту тему. Не ради обсуждения, а ради задачи. И тогда можно и не говорить довод, можно иногда и не одерживать победу, да, достичь результата. Например, хорошие оценки у участника образовательного процесса у ребенка. Ну, здесь, конечно, в основном конфликты не берусь судить. Ну, конечно, у нас конфликты возникают, к сожалению, со всеми участниками, стейкхолдерами нашими, участниками образовательного процесса. И здесь сложно предугадать, все зависит от темы. Начиная от отчета, заканчивая двойками ученика. Могут быть скандалы. Да, и блок Д. Лучше обе стороны конфликта останутся в проигрыше, чем подвергаться риску эмоционального противостояния. Вот, уважаемые коллеги, обратите внимание, да, как просто и часто делается. Вот это вот то самое слабое звено, которое провоцирует нарастание конфликта, которое провоцирует пока латентное, да, но увеличение недоверия, увеличение агрессии со стороны всех участников спора. Поэтому здесь, пусть не сразу, не с первого разговора, но конфликт надо решать. Не надо замалкивать его. Да,
или откладывать его. То есть нужно, если откладываем, то до какого-то конкретного срока, когда мы подготовимся к встрече с родителями, встретимся и спокойно проведем конструктивную беседу или с коллегами, придем к общему знаменателю. Откладывать, да, вот наши болевые точки, которые есть. Мне кажется, что большинство разногласий несущественно. Возможно, скорее всего, оно так и есть. Но почему же тогда так часто прекрасная работа мечты и настроение от прихода на эту работу, от выполнения своих обязанностей портится, когда вот это вот несущественные мелочи, они присутствуют. Поэтому с ними можно уметь бороться, надо этому учиться. И, в частности, наши курсы предлагают ряд возможностей практических, которые позволяют вот подобного рода гибкие навыки развивать. Но я уверена, что и в Институте развития образования есть методики, практики, которые помогают нам приобретать такие компетенции, органично их встраивать в нашу профессиональную деятельность и делать это с одной единственной целью – достигать профессиональных результатов. Уважаемые коллеги, здесь, наверное, можно закончить, хотя очень не хочется с вами расставаться, прощаться. Очень рада была, что предоставили нам такую возможность поучаствовать. Подумайте, пожалуйста, над результатами и, надеюсь, мы еще сможем с вами увидеться. Спасибо, Анна Александровна, за столь интересное и важное выступление. Уважаемые молодые педагоги, вы можете еще задавать вопросы. При необходимости мы будем передавать Анне Александровне, если вы чуть позже вопросы будете задавать. Но я еще раз хочу сказать, что в течение 2 дней вопросы нашим федеральным экспертам вы имеете возможность напрямую им адресовать. А мы уже сопроводим передачу. Анна Александровна, большое вам спасибо. Благодарю. Спасибо, коллеги. За сотрудничество. И, конечно, очень важно, что вы включены в процесс сопровождения нашего будущего, нашего настоящего, наших молодых педагогов. Спасибо. Спасибо вам за включение. Спасибо.